солнышко. Ты моя хорошая. Она до сих пор не может говорить о нем в прошедшем времени и постоянно спрашивает себя, почему это произошло. Пенсионерка Галина Курносенко приходит на могилу к сыну Игорю почти каждый день. Недавно он покончил жизнь самоубийством. Застрелился из пистолета, который сделал своими руками. Мужчина не смог победить безразличие общества. 3 года инвалид-колясочник не выходил из дома. Квартира на 12 этаже превратилась для него в тюрьму. Все это время он просил властей установить пандус. Безрезультатно. Когда капитальный ремонт в вашем доме будет, тогда вам сделают, переделают, реконструируют эту лестницу. А я посмотрела по плану наш дом в 1938 году, в 2038. Я говорю, мне 100 лет будет. Я с 1938 года. А Игорь говорит, я тоже не доживу. У подъезда дома Галина Павловна демонстрирует мобильный пандус, который ей предоставила соцзащита. Вытащить его из дома пенсионерки в одиночку невозможно, да и с размером не угадали. А где она должна цепляться-то? За что? Какой упор-то? На нее она же покатится. Уже дома она покажет кипу писем, которые сын писал чиновникам, а также десятки проектов стационарного пандуса, подходящих именно для их крыльца. Но чиновники пожимают плечами и будто до сих пор не понимают проблем. Мне были предложены промежуточные варианты, такие как помощь волонтеров, от которой, к сожалению, отказалась семья, и переносной пандус. Этот вариант семьей был одобрен, пандус был им получен в Краевом комплексном центре социального обслуживания. К сожалению, в дальнейшем семья не высказала имеющиеся претензии по его эксплуатации. По факту убийства в полиции завели уголовное дело. Следственный комитет при прокуратуре начал проверку. При тех обстоятельствах, которые излагает мать погибшего в сюжете, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 293 и 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, в действиях неустановленных должностных лиц из числа администрации Свердловского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. После трагедии Галину Павловну одолели соцслужбы. Сотрудники постоянно звонят и предлагают помочь. Вот только чем? Ведь ее сына уже не вернуть. Сергей Чудинов, Марина Мышко. Настоящее время. Красноярск.